Сейчас смотрите брифинг по лесопожарной обстановке в республике. Узнаем актуальную информацию по количеству пожаров в Якутии и как продвигается борьба с огнем. Предлагаем послушать. На сегодня у нас проводится работа по тушению 67 лесных пожаров. Это особо сложная обстановка у нас наблюдается в Намском районе по лесным пожарам, Кобяйский, Горный, Усалданский и в Вилюйской группе районов также остается напряженная. Сегодня как раз глава республики работал в Намском районе, непосредственно в селе Тастахский наслег. Там направлена военная техника в составе 6 единиц техники. Это 4 МТЛБ и 2 БАТа. Сейчас они принялись за работу по тушению лесных пожаров, подключились. И плюс еще направлены добровольцы, мобилизационные силы от города Якутска в том числе. И на правом берегу Намского района у нас Фрунзе и Харьялах село. Там ситуация сложная достаточно, да, и лесной пожар уже приближается к деревням, и дополнительно сейчас направлены туда силы, тоже в количестве 40 единиц сотрудников лесохраны, и плюс еще направляются сейчас пожарные автомашины в количестве 2 единиц. Плюс еще работает вертолет с водосливным устройством. Всего на тушение лесных пожаров у нас задействовано более 4000 человек и 632 единиц техники. И дополнительно мы ожидаем силы МЧС России в количестве 200 человек из Центральной России. Плюс еще сейчас мы по линии федеральной лесохраны еще ожидаем порядка 80 человек из Приморского края и Хабаровского края, и с Архангельской области тоже ожидаем дополнительно людей для помощи по тушению лесных пожаров. Это был брифинг о ситуации с лесными пожарами в регионе. А мы идем далее. И переходим к выпуску новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В Якутию дополнительно прибудут 2 самолета Б-200 и 200 спасателей МЧС, где складывается самая сложная лесопожарная обстановка. До 10 октября дома пострадавших от пожара в селе Бяськюэль должны быть восстановлены, а детей из села привозят на отдых в Сосновый Бор. На особом контроле оперштаба находится и заготовка кормов. Расскажем, как идет сенокос в Хангаласском улусе. Увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву. Руководство региона должно подготовить предложение по увеличению поддержки пострадавших в результате ЧС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что Якутия – один из самых пожароопасных регионов страны. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Айса Николаев поговорил с Владимиром Путиным по телефону сразу по приезде из Намского района, где на сегодня наиболее сложная лесопожарная обстановка. Президент страны поручил обязательно оказать помощь жителям села Бяськюэль, в том числе подготовить предложение о помощи со стороны федерального центра. Что касается ситуации в Намском районе, то лесной пожар угрожает там 4 населенным пунктам – Фрунзе, Тастах, Кюбекён и Улус-Исы. В села Фрунзе и Кюбекён перебрасывают силы из федерального резерва. В связи с угрозой селам в Намском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации, эвакуируют жителей. На сегодняшний день из села Фрунзе перевезли 40 человек, из них 22 ребенка. В Улусе организованы 2 пункта временного размещения, рассчитаны они на 150 человек. У нас наиболее сегодня серьезная лесопожарная обстановка по Намскому району, где реально пожар угрожает 3 населенным пунктам. Это в районе села Тастах и это село Фрунзе и Кюбекён. Мы по Тастаху сформировали достаточно мощную группировку, в которую включается и части Минобороны, лесопожарные формирования специализированные, в том числе федерального резерва, и местное население и добровольцы.
Ситуация осложняется тем, что пожар вот за последние 3 дня в результате ветра очень сильно вытянулся, он почти на 35 километров. И сегодня, завтра предстоит провести большую работу по опашке всего этого пожара. Причем, с другой стороны, работает группировка городской администрации. И сегодня, по моей просьбе, и глава города Григорий Евгений Николаевич лично там на месте тоже руководит вопросами вот как раз подготовки минерализованной полосы. И надо ее обязательно сделать, пока не поменялось направление ветра. Иначе, конечно, пожар может достаточно широко распространиться и будет представлять большую угрозу и населенным пунктам Намского района. Ну и, конечно, с точки зрения задымления будут большие проблемы по городу Якутску. Наиболее сейчас опасная ситуация по селам Фрунзе и Кубекян, которые лежат на правом берегу реки Лена. Туда сегодня мы, в дополнение к тем силам, которые там ранее были, перебросили и занимаемся переброской лесопожарного федерального резерва, который сегодня прибыл к нам из северо-западных регионов страны. Завтра в Якутию дополнительно прибудут 2 самолета Би-200 и 200 спасателей МЧС для работы в населенных пунктах, которым угрожает огонь. Владимир Путин лично следит за ситуацией в республике. Он попросил передать слова благодарности и поддержки всем якутянам, особенно тем, кто борется с пожарами, сообщил Айсен Николаев. А в Хангаласском улусе на сегодня действуют 8 лесных пожаров. Из них 6 на территории лесничества и 2 в национальном парке Ленские столбы. Локализованы 2 очага, один площадью 2800 гектаров на Ленских столбах и еще один в Мальджагарском наслеге. Пожар, действовавший в Горном Улусе в районе речки Кинкиме, пересек границу и теперь продолжается рядом с Нюмигюнским наслегом. Мобилизованы 37 человек. Лесной пожар в Мальджагарском наслеге занимает площадь 250 гектаров. Огонь тушат 105 человек и 11 единиц техники. Обостряется ситуация в районе села Эдяй. Также вновь разгорелся очаг в нацпарке Ленские столбы, считавшийся локализованным. Его площадь почти 19 тысяч гектаров. В тушении заняты около 100 человек. На сегодняшний день у нас с начала пожароопасного периода зарегистрировано было 11 природных пожаров на территории парка. Такого никогда у нас не было. Сегодня у нас действует 2 природных пожара. Мы ликвидировали и на сегодняшний день 9. Но хочу сказать с уверенностью, если бы не эти ветра, то мы бы до конца этой недели и все пожары были ликвидированы. Но, к сожалению, погода с нами сыграла злую шутку. И те пожары, которые у нас 2 оставалось, один из них раздуло. На самом деле ситуация у нас сегодня не критическая, но сложная. Остается напряженная ситуация и вокруг села Этык-Кюэль. Отряды добровольцев и пожарных, всего более 100 человек, ведут борьбу с огнем в местности Бочахай с восточной стороны села. Из-за того, что минерализованная полоса в этом направлении узкая, угроза для населенного пункта сохраняется. Оперативный штаб принял решение начать встречный отжиг со стороны карьера на территории более 10 километров. Также 3 больших трактора предприятия «Тата-Автодор» продолжат опашку минполосы. Стратегически мы сейчас начали минерализованную полосу укладывать. Это 2,5 километра от Этык-Келя. 3 трактора начинают уже делать укладку, прокладку этого минерализованной полосы. Вот, если, сегодня по-хорошему должны закончить, тогда часть восточная, часть отрезок, там 1,5 километра от урочища Бочахай до дороги Харбалах. Вот эта часть будет как бы относительно закрыта. До 10 октября дома пострадавших от пожара в селе Бесь-Кюэль Горного района должны быть восстановлены. Такую задачу поставил глава региона Айсен Николаев. Свою работу продолжает штаб по ликвидации последствий пожара. Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Бердников, назначенный руководителем штаба, провел выездное совещание и определил перечень первоочередных задач. Подробности у Юрия Осипова. Огонь ворвался в село внезапно и сразу охватил 6 домов. Именно так описывает случившееся Илья Авакумов, лишившийся в одночасье крыши над головой и всего имущества. По его словам, буквально за несколько часов от их микрорайона ничего не осталось. Очень много домов сгорело. 34 дома – это очень много. Там квартир было много. И
квартиры там с этой стороны там 4-квартирные 2 дома сгорели. Здесь по 2-квартирные, по 2 дома квартиры, 4 штуки тоже сгорело. И частные дома. И домашние животные тоже много пострадало. Остаться в якутском селе без крова в преддверии осени – это настоящая трагедия. Чтобы как можно скорее помочь жителям, организован оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Его главная задача – в кратчайшие сроки восстановить именно дома и при этом максимально оградить людей от стрессов и бумажной волокиты. Все вопросы мы договорились решать вместе, совместно, потому что иначе такие вещи не реализуются. Вот в таких ситуациях это очень важно, чтобы люди чувствовали, что правительство рядом с ними, чиновники рядом с ними. Ну вот наша задача сейчас организовать работу вместе с жителями. Восстановление документов – это очень важная часть процесса строительства и восстановления жилья, это актирование. Все документы будут восстановлены. Уже начаты работы по восстановлению газовых сетей внутри микрорайона. В компании «Сахатранснефтегаз» сообщили, что сейчас готовятся проекты схемы газоснабжения. По официальной информации, газовые сети под сгоревшим микрорайоном не пострадали, но перед запуском необходимо провести их полную проверку. В настоящий момент посчитан результат, количество выходов из земли, сколько наименований, какое их состояние. Делается проект в настоящий момент для уже отдельного проведения нитей газопровода. Вся работа по восстановлению села будет вестись совместно с жителями пострадавшего микрорайона. Каждый случай рассматриваться индивидуально, ведь в первую очередь необходимо защитить интересы людей. Они и так потеряли слишком много в этой огненной стихии и при этом сумели сохранить надежду. Хотели бы поблагодарить Ильдархана от своих имени жителей, что быстро реагировали и приехали, и нам успокоили чуть-чуть жителей, не бросили в беде одних, чтобы мы верим Ильдархана, что он нам поможет. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Горный район. С сегодняшнего дня пострадавшие от лесного пожара в селе Беськюэль начали получать финансовую помощь. Каждый член семьи, утративший жилые помещения, получит единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей на приобретение товаров первой необходимости. Средства жителям выдают в отделениях почтовой связи, а оставшимся в селе Беськюэль деньги доставляют сотрудники Минтруда Якутии. Выплаты по линии Министерства труда по заданию Айсена Сергеевича уже направлены на счета наших родителей. Сейчас на данный момент отрабатываются вопросы по утерянным документам, которые можно восстановить через электронные. И сейчас они восполняются, программа социальной помощи, адресной социальной помощи. И все деньги по Сбербанку вчера уже поступили. Сегодня выдаются другие кредитные организации, направляются на счета. И, конечно же, через Почту России сегодня будут розданы всем, которые являются погорельцами у нас села Беськюэль Атаманского наследия. А детей школьного возраста из пострадавших от пожаров населенных пунктов Горного Улуса, в частности из сел Беськюэль и Бердигистях, сегодня начали заселять в центр отдыха «Сосновый Бор». Идут медосмотры ребят. Также все они сдают ПЦР-анализы. Для тех, у кого тест на ковид окажется положительным, предусмотрена отдельная программа. Руководство центра обещает, что скучать детишкам не придется. Для них подготовлены самые разнообразные, развлекательные, оздоровительно-спортивные программы. Также со всеми воспитанниками смены будут работать психологи. В целом из Горного в Сосновом Бору отдохнут около 70 ребятишек. А уже завтра приедут школьники из Намского Улуса, из сел Тастах, Кобекён и Салбан. Всего же Центр отдыха и оздоровления «Сосновый Бор» примет из пострадавших от пожаров сел 135 детей. Составлена программа. Кроме медицинского блока, конечно, будет очень сильный упор будет сделан на оздоровление. То есть это и физиопроцедуры, это и услуги врача-стоматолога, это и аппаратные массажи, массажисты, это и лечебная физическая культура.
Ну, значит, полностью учебный блок и кислородотерапия, да, и занятия спортивные на свежем воздухе, теренкур. Ну и помимо этого развлекательная программа будет дана силами наших педагогов дополнительного образования. Они составили программу, она называется «Поверь в себя». Теперь к эпидобстановке. Еще 139 человек заразились коронавирусом в Якутии за сутки. Из них в Якутске 69 случаев заболевания. В Мирнинском районе 19, в Нерюнгринском 8, в Ленском 7, в Мегино-Кангаласском 5, по 4 заражения в Амгинском и Нюрбинском улусах. Еще в 10 районах выявили от 1 до 3 заболевших. На особом контроле оперативного штаба находится и кормозаготовительная компания в Якутии. На сегодняшний день в республике заготовлено 187 тысяч тонн кормов, а всего прогнозируют заготовить 369 тысяч тонн, что составляет 80% от планируемых объемов. Кроме того, в 7 районах республики оценили ущерб от лесных пожаров. В связи с этим планируют организовать мобильные бригады для заготовки сена на отдаленных сенокосных угодьях. По республике Саха-Якутия сейчас 457 тысяч тонн у нас план. Из них сегодня выполнено 187 тысяч тонн заготовлено. В 7 улусах объявлен ЧС по лесным пожарам. И по этим улусам идет ущерб, подсчет ущерба, сколько выгорело, сколько угодий сенокосных, сколько заготовлено сена. И должны потом поддержать и компенсировать тот ущерб, который унесен пожарами, лесными пожарами. Почти на 44% выполнен план по сенокосу в Хангаласском улусе. Скошено более 12 тысяч гектаров сенокосных угодий, заготовлено 14 тысяч тонн сена. Хорошие темпы по сенозаготовке показывают 6 наслегов, низкий процент выполнения плана у Немигунского и Бестякского наслегов. На отдаленные участки района на сенокос выехали 16 мобильных бригад. На сегодняшний день в Хангаласском улусе создано 20 мобильных бригад. Их план 3100 тонн сена. На сегодняшний день работает 16 мобильных бригад. Заготовлено 525 тонн сена. Данные бригады заготавливают сено в заречных участках улуса. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.